Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для львов. Основная карта недели – это король бубновый. Отношения для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в паре, для тех, кто в ссоре. Это работа по найму, это свое дело. Тут неправильно. Финансы, проблема недели, удача недели, совет. Итак, король бубновый говорит о том, что вы, львы, на этой неделе, скорее всего, будете заняты зарабатыванием денег, может быть, какие-то сделки, покупки, продажи. Здесь может быть какой-то свое дело, может быть, кто-то открывает свое дело, может быть, кто-то меняет что-то в своем деле, в индивидуальном, да, и вообще эта карта очень хорошая для того, чтобы зарабатывать. Любые продажи идут очень хорошо по этой карте. Кроме того, здесь у вас очень комфортное какое-то такое состояние, да, вам нравится то, что вы делаете, и вас устраивают результаты. Кроме того, вот все, что касается сделок, посредничества, да, тоже все будет очень-очень удачно. Те, у кого, допустим, какие-то торговые точки, если были сложности какие-то с этим, вот на этой неделе уже идет улучшение. Также карта говорит о том, что может быть вообще какое-то вот улучшение в плане даже расширения вашего бизнеса. Либо вы какие-то новые направления придумаете открыть, или, может быть, эта карта связана с расширением в том плане, что вы найдете каких-то новых клиентов, поставщиков, может быть, за пределами вашего там города, области и так далее. И вообще вот эта карта, она очень хорошая для поддержки других людей, которые занимают такое хорошее, высокое положение в обществе. Да? Если, допустим, вам нужны такие люди, обращайтесь, у вас обязательно будет поддержка. Особенно вот все, что касается финансовых дел, инвестиций, слово забыла, коммерции и так далее, и так далее. В общем, любые вот тут дела, связанные с финансами, деньгами и так далее. Для тех, кто в поиске партнера, девятка червового выпадает. Карта говорит о том, что может произойти встреча с человеком, который вот либо что-то вам, допустим, продал, либо вы продали, да. В общем, какое-то взаимодействие вот в плане купли-продажи. Здесь может быть знакомство, которое произойдет, допустим, с человеком-иностранцем. Ну, конечно же, там интернет в основном сейчас у нас здесь действует, хотя вот эта карта, она вообще связана с водой, да, может быть, допустим, вы где-то там возле реки встретите человека, допустим, пойдете гулять и увидитесь, ну, встретитесь там, да, но эта карта говорит о том, что все-таки инициатива должна быть от вас, вот. То, что приходит в вашу жизнь, оно может, ну, как бы как шансом быть, а уж воспользуетесь вы этим или нет, тут уже как бы ваше дело, зависит от ваших коммуникативных навыков, от вашей смелости и так далее. Ну и вообще, готовы ли вы к переменам, готовы ли вы впустить в свою жизнь другого человека, это вот все, ну, от этого все зависит. Ну и также, знаете, может быть, этот человек, он просто какие-то новости, допустим, вам передает, и вот таким образом вы можете познакомиться. Для тех, кто в паре, валет червовый говорит о том, что в отношениях счастье и любовь, романтика, вам легко договариваться, либо если у вас была ссора, вы можете тут распрекрасно помириться. Вообще карта замечательная для того, чтобы заботиться друг о друге, особенно если, допустим, один из партнеров очень там занят деятельностью, зарабатывает деньги, да, вот, может быть, нужно ему такое особое внимание, особое тепло, особая забота для того, чтобы его поддержать. Допустим, мало времени у него на общение, да, ни в коем случае не нужно как бы протестовать, нужно, наоборот, поддержать, с пониманием отнестись. Но также карта связана вообще с семьей, да, с такими приятными вечерами,
днями, когда мы собираемся все за столом, когда мы очень комфортно и приятно общаемся, когда мы очень тепло друг к другу относимся. В общем, ну, замечательное тут для львов время. А для тех, кто в ссоре, восьмерка трефовая говорит о том, что все вопросы вы можете решать только добром, только через любовь, через понимание, через заботу. Если же здесь как бы идти напролом, если тут обвинять и считать себя лучше другого человека, то тут не получится примирение. Либо, если вы, допустим, уже пробовали мириться, то на этой неделе нужно попробовать как-то с другой стороны зайти, да, то есть как-то по-другому, другой подход, как-то по-другому себя преподнести, изменить свое поведение или еще что-то такое, да, вот здесь вот тоже есть возможность тогда. Для тех, кто по найму работает, шестерка червовая. Ну, во-первых, здесь некоторые проекты могут откладываться на неопределенный срок, и это может беспокоить. Но с другой стороны, эта карта говорит о том, что обязательно все будет к вашему благу. Даже если сейчас какие-то сложности происходят, это не должно вас сильно волновать, потому что у вас все равно будет очень все как бы стабильно и хорошо. Эта карта, знаете, вмешательство высших сил, вмешательство судьбы. Может быть, допустим, вы ждете каких-то изменений по поводу вашей деятельности, и тут неожиданно, допустим, какое-то предложение будет, какой-то счастливый случай, или человек какой-то появляется, который вам может помочь. Довольно-таки, может быть, известный там в каких-то своих кругах, хороший профессионал, и вот у вас может быть такая помощь, поддержка. Кроме того, эта карта, знаете, когда что-то меняется к лучшему, допустим, вы вообще там потеряли надежду что-то поменять в деятельности, и вдруг новый поворот. Также эта карта зависит от вашего имени. То есть, если вы раньше его заработали, оно на вас, как бы вам служит, да, то тогда вам вообще нечего переживать за свою работу. Ваше доброе имя, ваш профессионализм и ваш опыт, он как бы все за вас сделает, да, то есть вы получите то, что вам нужно, ваши надежды оправдаются. Кстати, эта карта очень хорошая для различных предсказаний, предвидения, да, допустим, если вот кто-то из вас советуется обычно там с астрологом, да, или там с тарологами, очень хорошее время для того, чтобы вот как раз спросить у профессионала, да, прояснить какую-то тему, связанную с работой. Так, что еще здесь может быть? Здесь может быть, знаете, какое-то либо расширение ваших возможностей, может быть, вам там дают какое-то большее подразделение, да, за которое вы отвечаете. Либо, может быть, вы стараетесь на новые, на какие-то территории, рынки выйти в работе. Может быть, повышается ваш авторитет. Может быть, даже, кстати, положение в обществе может улучшаться. Пусть не на этой неделе, но какие-то моменты тут уже играют роль, закладывается, может быть, ваше будущее здесь. Ну и также вообще это карта везения. То есть вот просто везет и все. Так, что еще тут может быть? Знаете, вот если вам необходимо решить какой-то вопрос, нужно привлекать каких-то важных людей. Может быть, юристов, может быть, судей, может быть, там, преподавателей каких-то. Либо людей, вот, которые очень профессионально что-то делают. Может быть, даже какие-то там чиновники, министры, да, для кого-то. Ну, это вот карта такая вот, когда очень такие задействованы высокие социальные слои для решения вопросов. А может быть, вы будете как-то выходить на этих людей для того, чтобы решить свои вопросы. Вот как раз, может быть, это ваши клиенты, да, которые у вас могут появиться. Или те, которые уже есть. Для своего дела выпадает туз пиковый. Карта говорит о том, что, скорее всего, либо на дому будете бизнес вести, да, либо это то, что связано с какими-то товарами с женскими, да, допустим, там одежда, косметика, в общем, что-то такое с красотой связанное. Либо это может быть
какое-то дело, бизнес, связанный с водой, да, допустим, вы там продаете воду там в бутылях, допустим, чистую, да, или, может быть, это связано там с каким-то отдыхом возле воды или еще что-то такое. Но в любом случае здесь что отмечается, что у вас здесь неделя не совсем, может быть, такая, как вы предполагали. Скорее всего, 50% времени вы не получаете того результата, на который рассчитываете, а остальное время вот у вас все тут получается ладится. Кроме того, карта, которая говорит о том, что нельзя примешивать к работе какие-то дружеские связи, отношения, нельзя работать с родственниками, да, и может быть, не допускать понебратства. С другой стороны, это может быть прекрасный семейный бизнес, когда вот, может быть, даже несколько поколений в нем работают. Если у вас это уже налажено, то для вас это, ну, как бы хорошо. Но если вы пытаетесь что-то сейчас создать, то лучше тогда с родственниками как бы бизнес не делать, да, чтобы вы могли с них требовать, чтобы у вас не примешивались родственные чувства вот к вашей деятельности. Ну и также карта говорит о том, что может быть очень хороший доход от занятий эзотерикой, психологией, в общем, всем, что связано с подсознанием, да, и с такими сферами, которые у нас отвечают за интуицию. Для финансов выпадает семерка червовая. Карта говорит о том, что в финансах рост. Либо закладывается рост, либо уже даже на этой неделе вы увидите результаты. Также карта связана с семьей, то есть траты на семью, на дом, на недвижимость, может быть, на родителей, на детей и так далее. И также карта говорит о том, что, может быть, тратите деньги на собственное развитие, на развитие своих профессиональных качеств, на обучение и так далее. Что еще можно сказать? По этой карте очень много хороший потенциал у ваших денег. То есть то, что вы делаете, оно как бы, если даже сейчас какие-то сложности есть, это обязательно принесет в будущем какой-то очень хороший финансовый доход. То есть очень хороший потенциал, такая вот сила заложена в ваших финансах. Для проблемы выпала карта десятка трефовая. И здесь карта говорит о том, что проблема может быть либо в людях более старшего возраста, либо, которые, кстати, вас могут ограничивать, либо в людях, которые занимают во власти какие-то посты, да, это может быть начальство, в общем, все люди, которые обладают властью, деньгами, они могут как-то мешать. Либо, если, допустим, это вы, то тогда вы можете каким-то образом влиять на людей, может быть, излишне как-то проявляя властность или манипулируя человеком с помощью денег. Вот здесь вот вы можете большие проблемы себе создать в таком случае. Если же, допустим, это карта другого человека, то это другой человек может проблемы создать. То есть нужно постараться как-то обходить острые углы, которые связаны у нас с людьми-чиновниками, с законом и так далее. По крайней мере, пока что нужно соблюдать все вот эти законы, требования. Для удачи выпадает семерка бубновая. Карта говорит о коммуникациях, о заполнении каких-то важных бумаг, о различных там разговорах, связях, переписке. Также карта очень часто связана с обучением, да, вот в этом во всем удача. Кроме того, здесь у нас еще, может быть, удачно было бы либо цену снизить на что-то, да, вот то, что вы, допустим, продаете, снизить цену, либо воспользоваться какими-то предложениями, вот скидками, вот на то, что вам нужно, особенно на обучение. Ну и вообще не обязательно обучение, все, что вам сейчас необходимо, вы, скорее всего, можете со скидкой приобрести. И вот это прям вот советует вам карта сделать, потому что потом вы будете просто переплачивать. Теперь совет. Совет у нас туз бубновый, замечательная карта, которая говорит о том, что вам нужно настраиваться на высокие цели, на большие деньги, на большие проекты, на высокие должности и так далее, и так далее. То есть нужно ценить себя,
нужно вкладываться в себя. И вот эта карта говорит о том, что если, допустим, вы отказываетесь от предложенной какой-то высокой должности, вы зря это делаете, потому что у вас это получится. И вообще вот нужно заводить связи с такими людьми известными, да, которые вот достигли чего-то в жизни многого. Нужно настраиваться на оптимизм такой вот внутренний. Необходимо заботиться о здоровье обязательно. Ну, если, допустим, вы здоровы, это просто поддержка, там, упражнения разные, да, правильное питание и так далее. Если же вы чувствуете там усталость, недомогание, нужно давать себе возможность отдыхать, нужно себя лечить и так далее. Также карта хорошая для того, чтобы принимать какие-то важные решения на этой неделе. И, кстати, вот эта карта очень часто связана с осветительными приборами. Если, допустим, вы планировали что-то такое покупать в дом, либо там менять, допустим, освещение в доме, или там менять проводку, вот прям замечательное такое время, или там прокладывать проводку, да, это вот хорошее время для того, чтобы этим заниматься. Ну и, конечно, карта связана с золотом, да, те, кто работает с золотом, или те, кто допустим, подарок какой-то хочет сделать, это вот очень удачная неделя для этого. Ну и вообще вот эта карта, она как раз соответствует у нас знаку зодиака Лев. То есть можно сказать так, проявляйте себя вот во всей полноте, во всей красе, все свои способности, таланты, постарайтесь блеснуть, постарайтесь быть замеченными, и все будет у вас обязательно хорошо. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!